3 мая средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,13 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,95 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,9145 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,9579 до 12,25 сомони, 1 российский рубль от 0,1365 до 0,1395 сомони. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%, а стоимость марки Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с 27 марта и составила $74.71 за баррель. Марки WTI составила $70.94 за баррель. Стоимость золота незначительно растет в среду утром после того, как накануне она прибавила более 1,5% и переступила отметку в $2000 за тройскую унцию. На $2 миллиарда планируют подписать контракты бизнесмены Казахстана и Таджикистана по итогам бизнес-форума, который сегодня проходит в Астане. Об этом передает МИА Казинформ со ссылкой на заместителя премьер-министра, министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина. Сегодня в первой половине этого мероприятия только контрактов между бизнесменами подписано на $1 миллиард 300 миллионов. Но будет еще вторая часть, и будут подписаны контракты на $2 миллиарда, сказал Жумангарин, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах бизнес-форума. Глава Минторговли заявил, что это один из самых плодотворных бизнес-форумов за последнее время. На сегодня мы уже со многими странами встречались, торгово-экономические миссии делали. Это самое большое по наполнению мероприятия, которое мы проводим, заявил Серик Жумангарин. Со ссылкой на представителя правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аяна Ереновна, Казинформ сообщает, что Казахстан и Таджикистан подписали концепцию об учреждении совместного предприятия, которое будет оказывать содействие бизнесменам двух стран в развитии взаимной торговли. Международная конференция и выставка «Международно-транспортные транзитные коридоры. Взаимосвязь и развитие-2023» откроются в среду в Ашхабаде. Как сообщают организаторы, в пленарной сессии форума, посвященной глобальным вызовам и возможностям в сфере транспорта и логистики, примут участие представители профильных ведомств Киргизии, Румынии, Таджикистана, Туркмении, международных организаций. В частности, обсудят межгосударственное сотрудничество и развитие международных транспортно-транзитных коридоров. На конференцию приглашены представители крупных международных компаний, включая Alibaba, Aerobus, Boeing, Fly-Dubai, General Electric, Lufthansa, Toyota, SpaceX. Делегатов на форум направили Международная ассоциация воздушного транспорта, Международная палата судоходства, Международный союз автомобильного транспорта, ООН и другие организации. США, Евросоюз и остальные союзники по Украине планируют ввести новые санкции против России. Санкционные пакеты будут вводить индивидуально, но при этом скоординированно. Планы по новым мерам могут обнародовать во время саммита лидеров «Большой семерки» в Японии в мае. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые ситуации. США, Европа и другие ключевые союзники Украины готовят новые меры против Российской Федерации. Пакеты будут реализовываться индивидуально, но будут скоординированы. Ключевая цель – закрыть лазейки в существующих мерах и решить проблему обхода санкций в целом, сказано в сообщении агентства. По данным Bloomberg, саммит, который состоится в Хиросиме 19-21 мая, будет площадкой для обсуждения сработавших мер, а также остающихся в плане дальнейшего давления на экономику Российской Федерации. Журналисты отметили, что найти новые области для введения санкций будет непросто.
Узбекистан и Германия договорились о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов, сообщает в среду пресс-служба узбекского президента. Мирзиёев 2-3 мая находится в Германии с визитом. По данным пресс-службы, во вторник президент Узбекистана провел переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Дана высокая оценка состоявшемуся в рамках визита совместному бизнес-форуму, по итогам которого достигнуты договоренности о реализации новых торговых, инвестиционных и технологических проектов на 9 миллиардов долларов, говорится в сообщении по итогам переговоров.